Уж сколько раз твердили миру, что табак вреден и опасен, но только все без толку. С каждым годом число курильщиков только растет. Табак убивает человека разными путями, начиная от онкологических заболеваний и заканчивая проблемами сердца. В день отказа от курения врачи предлагают курильщикам хотя бы на один день забыть о пагубной привычке и задуматься о своем здоровье. Попытаться снизить риск развития и обострения хронических заболеваний, да и просто улучшить свое состояние. Как мы все знаем, что курение очень сильно вредит для здоровья, особенно для органов дыхания, особенно в молодом возрасте, так как у нас еще, то есть в молодом возрасте не сформированы легкие полноценно. Также оказывает курение действие на кожу, человек преждевременно стареет. Любопытство, которое оборачивается зависимостью. Курящему человеку трудно бросить сигарету, а не курящего еще можно предупредить о пагубности никотина. Назранский аграрный колледж был выбран врачами не зря. Никотинозависимость большинство подростков приобретают именно в студенческие годы. Но есть и осознанные ребята. Так, к примеру, по мнению Багаудина Газикова, ингушская молодежь должна ассоциироваться с понятиями «ях», «эздил», «денал», а значит, курению здесь не место. Кроме того, что гали, дуккайки хамаж делаешь дукнахпа. Ваймал дюш толкай жлат, жлахамдус. Зи гали дрик кайки. Производители табачных изделий снимают с себя ответственность, разместив на продукции информацию о последствиях пагубной привычки и подкрепляют все это картинкой. Однако никакие предупреждения не избавят человека от дурной привычки, пока он сам этого не захочет. Едва ли он думает и об окружающих. Врачи по медицинской профилактике плавно перешли к пассивному курению. Также пассивное курение, оно тоже увеличивает риск заболевания онкологическими заболеваниями. Например, рак легкого, рак мозга. Тоже из-за курения может развиться рак мозга, в частности из-за пассивного курения. Как я уже сказала ранее, вред от пассивного курения такой же, как если бы вы сами курили. В Ингушетии курят в основном мужчины. Среди женщин это редкость. Помимо бережного отношения к своему здоровью, здесь свою роль играет и менталитет. Вообще тоже это позор семьи. Врачи по медицинской профилактике старались сегодня донести до каждого студента информацию о вреде табака. Ученые университета Буффало провели исследование, подсчитали, что в течение века от курения и связанными с ними последствиями погибло около миллиарда людей. Чтобы минимизировать статистику, в 21 веке врачи всего мира проводят масштабную информационную кампанию по здоровому образу жизни. Наш центр в целом уделяет очень пристальное внимание профилактике табакокурения среди молодежи на территории региона. И очередная целевая группа для освещения данной проблемы на этот раз студенты аграрного техникума, так как превалирующая часть студентов данного образовательного заведения – это парни, среди которых данная тема особенно актуальна. Врачи надеются, что в скором времени зло в виде табака перестанет быть актуальным. Дана Плиева, Адам Гулоев, Магомед Белакиев. Новости 24.